Можно по-разному смотреть на историю и представлять ее, но трудиться и развлекаться, занимаясь историей, дано не каждому. Именно об этом шла речь на итоговом заседании семинара со студентами 1 и 2 курсов Института исторического и правового образования «Научение без учения» 27 февраля 2015 года. На этом семинаре был представлен научно-образовательный фильм мультимедийного проекта Клуба исторической реконструкции на базе лаборатории методологии и методов гуманитарных исследований в рамках совместного с Центром визуальной антропологии и эгоистории РГГУ медиапроекта «Все человек перед судом». Презентацию фильма открыла заведующая лабораторией Татьяна Алексеевна Леонова. Она рассказала о работе студенческого клуба исторической реконструкции «Via Viatoris». Оказалось, что название клуба хорошо отражает суть его работы, так как в переводе с латинского языка это означает «путь паломника», как ретроспекция в далекое и не очень далекое прошлое. Такое путешествие в прошлое предлагает созданный клубом видеофильм «Миноккио» или «У каждого свое ремесло». Действительно, фраза, которой я хотела бы охарактеризовать фильм, отражает новый принцип получения знаний – научение без учения. Собственно, так мы занимались в течение почти полугодия, создавая фильм. Кто мы? В первую очередь студенты первых курсов Института исторического и правового образования и Института педагогики, принявшие участие в работе клуба исторической реконструкции Via Viatoris, а также преподаватели, члены лаборатории методологии и методов гуманитарных исследований Татьяна Алексеевна Леонова, то есть я, и Александровна Шутилева. Именно через аудиторную работу, давшую первичные представления об эпохе XVI века, получилось уже вне аудитории вглядеться более пристально в события реформации и контрреформации. Мы увидели разноликий мир уголка Европы итальянской фриоли в счастливом и проклятом XVI веке. Мы не только узнали, но представили и визуально показали эту жизнь в фильме, названном именем главного персонажа Миноккио. С его знаменитой фразы «У каждого свое ремесло». Очень необычная и динамичная сценография фильма. Да, создавая сценографию, пришлось по времени сжать долгие годы инквизиционного расследования дела еретика из Монте-Реале Доминика Сканделла. А фабула нашего фильма основана на реальных событиях реальной личности XVI века. Не могли бы вы пояснить некоторые фантазии в сценографии и режиссуре? Например, как Миноккио оказался в Уфе? Этот прием подсказал сам Миноккио. Его рай – это будущее со свободным общением счастливых людей. Вот так и появились студенты нашего вуза и Уфа. Действия происходят в фильме в прошлом и настоящем. Мы меняли цветовую гамму кадров от черно-белого до цветного. Ты кто такой странный? Лёва, у него мешок на голове. А вы кто такие? Турки? Какой веры? Мы пришли произвести в доме твоего мужа Доминика Сканделла обыск. Обыск проводится по распоряжению генерального викария. Нотарий, запишите, что Доминика Сканделла игнорирует приговор трибунала. Отец, что за сказки? Ты так ударился, что в голове у тебя до сих пор гудит. Бог всем уделил от Духа Святого. И иудеям, и евреям, и христианам, и еретикам. Туркам? Иудеям? Или христианинам? Просветленный, уходи. Когда новый знакомый с Доминика Сканделла? А с детства. Мы родились и выросли в Монреале. Дух ваш шаток и исполнен из нечестивых мнений. Реляпсо. Реляпсо. Реляпс. Хотел бы сказать о самом процессе съемок. Это очень интересный процесс, увлекательный. Отчасти, скажем так, насыщает не только голову знаниями, но и душу. То есть это не назовешь каким-то развлечением, ты чувствуешь свою ответственность перед людьми, которые посмотрят этот продукт. Мне хотелось сыграть антагониста, то есть злого персонажа. Это как был мой священник Андрей Коваран. Женских ролей было очень мало, и девочки хотели как-то показать себя в этом фильме. И сколько бы веков, сколько лет не прошло, девушек всегда будут интересовать свадьбы, сплетни и танцы. Инквизиции у нас нет, вроде как бы это не особенно тревожащий момент. Хотя здесь, конечно, есть тревожащий момент. И это проблема как раз толерантности. Потому что фильм вопит об этом.
И не случайно у нас прошлое и будущее, оно переплелось. И проблемы вот, терпимости, да, проблемы спокойно услышать мнение другого остаются проблемами. С удачным, добротным фильмом. Более 30 лет занимаясь кино, я хочу сказать, что на любительском уровне практически очень трудно, а может быть даже невозможно снять игровой фильм в силу разных причин. Проблема, безусловно, актуальная, но с той трактовкой, которую вы даете, я бы поспорил. Но к чести вашей я хочу сказать, что вы так, в общем-то, преподнесли свое видение данной проблемы, что даже будучи не согласным с вами, вашу точку зрения, вашу позицию уважаешь. Вот в этом фильме раскрываются студенты по-новому. Вот я не ожидала, что вы такие прекрасные актеры. Вот, спасибо огромное за колоссальное эстетическое удовольствие. Вот, новых вам побед, новых идей, новых свершений. И, конечно же, развивайтесь. Что они не только получили удовольствие, но еще и что-то узнали и прочувствовали себя в новой эпохе, обогатили себя жизненным опытом. Поздравить всех зрителей с интересной картиной. Наконец, настало время вручить грамоты и благодарности лектората БГПУ студентам-исполнителям. Открылась для меня совершенно неизвестная новая страничка истории, которой, в общем-то, я средневековой историей никогда глубоко не занимался. Вас нужно сохранить и популяризировать. Награждается Касимова Камила, Алдашов Петр, Думчиков Александр, Денис, Канбеков Азат. В заключении презентации фильма прозвучали пожелания дальнейшей и плодотворной работы клуба. Было бы неплохо, если бы руководство нашего вуза или даже министерство подумало о том, чтобы этот фильм распространить хотя бы по историческим факультетам нашего Поволжского региона. Ведь сколько факультетов, сколько вузов, и, в общем-то, мне кажется, и была реклама бы и нашего вуза, и исторического факультета.